В Кыргызстане с 17 декабря 2008 года принят закон о защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей. Это значит, что реклама и пропаганда искусственного питания запрещена. Но на практике мы можем заметить, что искусственные смеси часто рекламируются как в интернете, так и в других местах, в частности, центрах семейной медицины. В этом выпуске программы «Еще не вечер» мы поговорим о значимости закона о защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей с главным специалистом Управления рекламы, защиты прав потребителей, недобросовестной конкуренции и международного сотрудничества Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики Чыңгызом Джантаевым, исполнительным директором Гражданского альянса за улучшение питания и продовольственную безопасность Гульмирой Ходжибергеновой и координатором Гражданского альянса за улучшение питания и продовольственную безопасность Калидой Амановой. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Гульмира Аскарбековна, мой первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, о предыстории инициации закона о защите грудного вскармливания. Закон, как вы уже сказали, был принят в 2008 году. Он проходил очень большие такие обсуждения, наконец-то был принят, и наша страна на тот момент прям считалась передовой в этом плане. Но в настоящее время закон уже начал отставать от реальности, и, конечно же, в жизни возникли обстоятельства, которые уже показали, что наш закон нужно пересматривать. За всю историю существования этого закона очень редко он мониторировался, и в основном гражданским обществом. И когда выявлялись какие-либо нарушения, в принципе, еще не было такого прецедента, чтобы кто-то понес наказание. И когда мы сегодня смотрим на существующий закон, то уже видим, что там есть такие вещи, которые нужно пересмотреть, принять какие-то новые положения, и сфера применения его должна даже расширяться, потому что жизнь поменялась. Да? У нас сейчас новые технологии в жизни существуют, которые совершенно не охвачены этим законом. Ну и эти нарушения, которые выявлялись, да, это тоже относится к истории. Конечно, они фиксировались, но пока ни от государственных органов до настоящего времени, ни от других, кто должен отвечать за исполнение закона, не было никаких реакций. Но вот если говорить о значимости и нужности этого закона, обычному человеку, обывателю может показаться, что это какие-то излишние меры. Так ли это актуально в принципе для кормящих матерей, что они перестают кормить грудью и переходят на те самые смеси, или это, расскажите, почему этот закон был принят и почему он должен работать? На самом деле этот закон очень актуален. Он защищает право матери выбирать, как кормить ребенка, то есть выбирать смеси или выбирать кормление грудью, делать информированный выбор в питании ребенка. И второе, что этот закон помогает, он защищает право ребенка вскармливаться правильным питанием, грудным молоком. И ребенок сам, вы понимаете, не может, и так же, как и иногда его мама, не может заявить о своем праве, и поэтому это право должно защищать государство. Но тут есть еще один момент, мы немножко в сторону, мне просто интересно. Если мать, это из своей собственной практики, не всегда женщины умеют, особенно в достаточно молодом возрасте, когда они становятся матерями, они не всегда готовы кормить грудью. И по тому, как этот закон называется, вряд ли в этом законе предусмотрено и этот момент. Но насколько у нас вообще развита и активна практика обучения именно грудному вскармливанию, потому что это действительно нужная и важная вещь. Как я уже сказал, не все девушки, они умеют это правильно делать и не всегда даже готовы к этому и морально, и физически. Да, я сейчас отвечу на ваш вопрос, но быстро пройдусь прям почему необходимо грудное вскармливание. Мы забыли этот момент, потому что он очень важен. Грудное вскармливание может предотвратить 13% смертности детей у нас в Кыргызстане. Это самая такая обобщающая цифра.
Ну, почему, да? А грудное вскармливание защищает ребенка от инфекции, потому что с молоком ребенок получает антитела. Даже вот при ковиде это хорошая защита от ковида ребенка, потому что если даже мать переболела или болеет, она передает ребенку уже антитела. А второе, это то, что все, что нужно ребенку до 6 месяцев, он получает с молоком матери. Больше ничего этому ребенку не нужно. Третье – это безопасность. Ребенок получает чистое, стерильное молоко, которое не нанесет ему вред нужной температуры и бесплатно еще. Да? А ребенок, получая молоко матери, ну, естественно, это физический контакт матери с ребенком, она заглядывает ему в глаза, держит его на руках, согревает своим теплом. Это контакт возникает еще и на эмоциональном уровне, поэтому это очень важно для ментального развития ребенка. Это, конечно, польза самой матери, это предупреждение беременности, пока она кормит грудью, раннего наступления беременности после родов. Это защита ее и снижение риска заболеть раком груди и некоторыми разновидностями опухолей яичников. И это, конечно, предупреждение инфекционных заболеваний у ребенка, потому что если он соской получает из бутылочки, все равно, когда помыли хорошо, когда что-то оставили, пропустили, у ребенка возникает повышенный риск подхватить какую-то кишечную инфекцию. И, ну, про цену я сказала, потому что молочные детские смеси стоят недешево, да, а здесь получается все готово. И самое главное, это физиологичное и это природное средство кормления ребенка. Мама высыпается. Вот, да, и следующий вот ваш вопрос в отношении подготовки к грудному вскармливанию. Когда мама, конечно, второй раз идет уже на роды, и ребенок у нее рождается второй, третий, тут уже вопрос, наверное, не столько стоит остро, да? Этот вопрос остро стоит у мамы, которая впервые родила ребенка, и мы все, наверное, как родственники, или как папы, мамы, или мужья пережили этот момент. Этому не учит никто, и это не врожденный навык кормить грудью, этому нужно учить. И, конечно же, в медицинских учреждениях, где происходят роды, этому должны учить, этому учат. Но вопрос здесь встает, насколько хорошо и качественно этому обучают. Медработник, вы все, наверное, в роддомах были, медработнику, акушерке, врачу практически некогда. Она все время носится по коридору, бегает, да, ей некогда лишние 10, 15, 20 минут уделить мамочке. Да и за 15-20 минут нельзя научить грудному вскармливанию. Здесь нужно иметь специального специалиста, который грамотен, умеет общаться с мамой и может передать этот навык, рассказать подробно, научить и, самое главное, успокоить, потому что у матери в момент родов, после родов, она находится в таком состоянии, когда ей требуется мощная поддержка не только родственников, но и медработника, и ей нужна эта помощь, ну, она оказывается один на один на самом деле с этой проблемой, как накормить ребенка. Да, ну почему я этот вопрос задал, потому что вот этот закон, как вы сказали, он защищает право ребенка на вот естественное кормление, и вот такая вещь, как и пропаганда, ну не то чтобы пропаганда, а обучение и подготовка матерей к грудному вскармливанию, это тоже был бы неким такой поддерживающим фактором этот закон, то что больше бы матерей уже задумывались над тем, чтобы именно кормить грудью. Если говорить о законе, Чингиз Гульджигитович, скажите, какие существуют механизмы реагирования на нарушение конкретно этого закона? Что они из себя представляют? В частности, вот если касательно закона о защите грудного вскармливания детей, да, это не наш профильный закон, и мы не регулируем этот закон. Получается, в соответствии со статьей 26 закона Кыргызской Республики о рекламе, Государственное агентство антимонопольного регулирования осуществляет государственный контроль за рекламной деятельностью на территории Кыргызской Республики. То есть мы в соответствии с законом о рекламе выезжаем на мониторинги, устанавливаем, рассматриваем заявления, поступившие к нам. Согласно статье 16 закона о рекламе, вот, виды деятельности, прямо или косвенно направленные на поощрение, покупку, использование продуктов, средств для искусственного питания, они запрещены. Вот необходимо сказать, что к нам в госагентство поступили ряд электронных обращений о том, что на сегодняшний день в социальных сетях распространяется реклама средств для искусственного питания с просьбой принять меры в отношении рекламодателей. Да? Ну, что касается интернета, хотелось бы отметить то, что
Политика государства и президента направлена на то, что сейчас век современных технологий, цифровизации и так далее, мы сейчас полностью хотим перейти по контролю за интернетом тоже. Но на сегодняшний день, вот, буквально в 2019 году только принят закон о внесении изменений в закон о рекламе в части того, что мы сейчас начали контролировать рекламу алкогольной продукции в интернете. С тех пор, как принят этот закон, вы в домене KG сейчас не увидите ни одной рекламы алкогольных продукций. То есть мы принимаем соответствующие меры, пресекаем все это. А вот относительно социальных сетей, если брать практику российского законодательства, у них в законе прописано то, что закон о рекламе не распространяется на социальные сети. У нас как такового запрета нет, ну, то есть то, что закон распространяется и на социальные сети тоже. Но проблема в том, что на сегодняшний день сложно установить, вот если реклама идет в социальных сетях, возможно, рекламодатель находится вообще не в Кыргызстане, так скажем. Поэтому в данном случае мы установили, что вот в части вот этого вопроса там дистрибьютора мы установили, мы их пригласили, вот 1 октября состоится слушание и будем уже давать соответствующие рекомендации, пресекать нарушения и так далее. Вообще за нарушение законодательства Кыргызской Республики о рекламе предусмотрена ответственность в виде штрафа. В соответствии с кодексом о нарушениях штраф 3-й категории это на юридических лиц 17 тысяч сомов, на физических лиц 5500 сомов. А основная ответственность ложится именно вот на производителя или, как в этом случае, на дистрибьютора, да? Или, например, если говорить о социальных сетях, на того человека, который это рекламирует, для него предусмотрена какая-то ответственность? У нас процедурно как происходит? Вообще, в соответствии со статьей 30 закона Кыргызской Республики о рекламе, ответственность за нарушение несет рекламодатель. Если он не докажет то, что нарушение произошло по вине рекламораспространителя либо производителя. То есть мы, соответственно, устанавливаем рекламодателя, приглашаем его, проводим разбирательство, запрашиваем у него все договора и смотрим, согласно договору, вот, кто несет ответственность за данную рекламу. И если в соответствии с договором несет ответственность рекламораспространитель, соответственно, ответственность ложится не на рекламораспространителя, его привлекаем к ответственности. Есть также у нас предписание, то есть мы выдаем предписание, чтобы устранили со сроком, допустим, в недельный срок. В недельный срок, если не устраняет, за неисполнение предписания также предусмотрена ответственность 13 тысяч сомов. Вот. Ясно, хорошо, спасибо. Калида Амановна, вот если продолжать тему нарушений и вот конкретно этого закона, какие нарушения чаще всего встречаются и как вы ведете, не надзор, а контроль, или что вы вот сами замечаете, видите, и что может быть поводом для обращения, например, вот в антимонопольную службу? Гражданский альянс в декабре 2019 года провел мониторинг исполнения закона о защите грудного вскармливания и обнаружил определенные нарушения. Прежде всего, нарушения находятся в сфере продаж и рекламы продуктов питания. И все у нас, например, в Кыргызстане нет компаний, которые производят искусственные смеси. Все они завозятся из-за рубежа. И во время мониторинга была обнаружена продукция 14 компаний. И все компании какие нарушения делают? Делают скидки, акции разные. Там, если купишь столько-то продукции, то в придачу то-то. В общем, заинтересовывают мамочек. Кроме этого, в любом магазине, вы, наверное, если не замечали, то заметите, в любом продуктовом магазине, в аптеке, в супермаркетах есть даже огромные полки, где идет перекрестная реклама. То есть
перекрестная реклама означает, что есть смеси для детей от 0 возраста до 6 месяцев, от 6 до 12, и теперь вот появляются смеси даже с 24 до 36. И на всех этих коробочках одинаковые рисунки, и это означает, что ты начинаешь кормить вот с рождения там, потом переходишь на эту смесь и так далее. То есть как бы полностью приковывает к себе внимание. Можно, да, вот, пояснить кое-какие моменты, то, что вы говорите, на прилавках, на полках, продажу мы как таковую запретить не можем, мы контролируем только в части рекламы. В части продажи мы смотрим только, у нас есть закон о защите прав потребителей. То есть до потребителя должна быть доведена полная, достоверная информация, обеспечивающая возможность правильного выбора определенного товара. И, соответственно, должна быть маркировка на государственном и официальном языке. Ну, а вот то, что на коробочках они там, допустим, еще дополнительные какие-то смеси для другого возрастного, это не является рекламой, как бы она не подпадает под контроль. Вашего ведомства, нашего ведомства. Вашего ведомства, да, но у нас есть закон, который на нашей территории должен работать, а вот то, что они делают, то, что мы сейчас проговорили, это нарушение статьи 6 и 7 нашего закона. Так, кроме этого, они, вот 14 компаний, и ни одна из этикеток этих компаний не отвечает требованиям нашего законодательства. 71,8% надписей на этикетках, то есть продукции, содержат в себе идеализирующие надписи. То есть они пишут, что от этой смесь такая, что, ну, если даже прямо не говорят, что она может заменить грудное молоко, но говорят умный, крепкий и так далее. То есть они мешают выбору матери, то есть ставят мать перед выбором кормить грудью или вот этой лучшей смесью, чтобы ребенок получился крепкий, умный, здоровый и так далее. Так, кроме этого, самое такое, что медицинские работники, замешанные в продвижении этих смесей, в медицинских учреждениях тоже можете обратить на это внимание. Есть стенды, есть разные рекламные буклеты, в которых тоже очень хорошее описание этих смесей, хвалебные тексты. И все это тоже опять работает как бы против грудного вскармливания. И мы уже в беседе сказали, что почти у каждого врача, если заметите, вам выписывают рецепт, и там есть обязательно чей-то логотип. В данном случае может быть от Nestlé или от какой-то другой компании, записные книжечки, листочки для записей, и халаты для врачей. Любой человек обращает внимание на это, и если врач, который лечит, тебе желает добра, носит этот халат, он непроизвольно уже обращает и на полки со смесями. Еще какой момент? Кроме этого, вот в процессе мониторинга опрашивали матерей, это 54 матери, и вторая из них получила визитки из рук медицинских работников. То есть идет грудное вскармливание, которое очень полезно, необходимо, важно для ребенка, и врач, который перетягивает на сторону искусственного питания. Вот такие вот моменты. Закон предусматривает, например, наказание или какие-то санкции против, например, медучреждения или врача, или это уже будет входить вот в какие-то вот дополнения, которые предлагаются ввести в действующий закон? Очень интересный момент, да? Да. Я как раз этот вопрос очень подробно изучала. Когда этот закон был принят, все кричали «Ура! Здорово!», да? Но на самом деле сегодня уже, почему мы говорим, он устарел, да? У нас и административный кодекс ушел уже в историю, да? Сейчас совсем он по-другому называется, другие статьи содержит. Да. И когда мы сегодня сидели, разбирались окончательно, чтобы уже точку поставить и найти какие-то вещи, которые помогут нам эти нарушения
зафиксировать, и чтобы за них понесли наказание, мы обнаружили, что кроме вот того, о чем Чингис сегодня рассказал, никаких санкций больше нет, не существует. И получается, что у нас в Министерстве здравоохранения, который как бы в законе прописан как один из уполномоченных органов, нет документов, которые бы дальше могли бы вот эти нарушения пустить в ход. Ну и только, наверное, сейчас прокуратура только остается. Этот механизм мы еще так подробно не разбирали, да, но, наверное, только прокуратура, куда можно обратиться. Поэтому мы сейчас говорим о том, что нужно вносить поправки, изменения как в сам закон о грудном вскармливании, о защите грудного вскармливания, так и в те подзаконные акты и в то законодательство, которое заставит работать этот закон. Проекты этих поправок, которые предполагается вносить, у вас уже есть или уже разработаны, или их только предстоит разработать? Ну, этот проект уже разработан, он уже в Джугурку-Кенеши, и вот, насколько я знаю, сама свидетель была встречи с депутатами, с женщинами, депутатами, как он называется, женский форум. Депутаты-женщины сформировали женский форум, и они, в общем-то, взяли на себя этот закон, продвигать его. Но, к сожалению, сейчас выборы наступают, и что будет с ним, пока непонятно. Да, мы не знаем, как что получится, да. Вот, и поэтому сегодня мы об этом, наверное, и хотим рассказать, чтобы вот следующий созыв, он взял на себя ответственность за реализацию, за принятие, за реализацию этого закона. И сегодня уже я хочу даже сказать дополнительно, что к тому проекту, я видела этот проект, знаю о нем, к тому проекту, который сейчас был представлен в Джугурку-Кенеш, уже, наверное, нужно еще что-то добавлять, потому что сегодня уже видно, что вот интернета нет в поле зрения этого закона и других вещей. То есть интернет как бы выпал, и СМИ? Интернет не то, что выпал. Вообще не вошел еще. Реклама контролируется везде. Ну, дело в том, что, я как объяснил, по интернету трудно определить, просто вы источников не можете достать. Зачастую в интернете рекламируют ту продукцию, рекламодатель, который находится не в Кыргызстане. И мы его физически не сможем привлечь к какой-либо ответственности. Таким образом интернет, он отпадает. А вот интернет мы только, я же говорю, в 2019 году, вот как алкоголь вступил, мы сразу их пресекли. Но что касается крупных брендов, я так понимаю, вы можете привлечь дистрибьюторов, да? Которые здесь находятся. Если мы можем установить, если мы можем уже то в данном случае, конечно, мы будем принимать соответствующие меры. Но в большинстве случаев интернет не рассматривается почему как таковой, потому что мы не можем установить непосредственно ответчика. А какие, понятное дело, что, вот как вы сказали, изменений и дополнений с учетом того, что прошло много времени, много чего изменилось, предлагается вносить достаточно много. Но вот какие главные моменты следует изменить в том законе, который уже был, и чтобы он наконец заработал, и вот какие механизмы предполагаются, чтобы этот закон работал вот в полную меру, а не просто оставался таким, тем, что вот у нас есть такой закон, и мы вот им гордимся, а чтобы он приносил свои плоды, и чтобы грудное вскармливание, оно все-таки с ним ничего не могло конкурировать как таковым. В первую очередь, конечно, должны существовать механизмы ответственности за нарушение этого закона, как дистрибьюторов и производителей, заменителей грудного молока, так и медработников, так и тех, кто нарушает другие статьи, не только касающиеся рекламы, да? В первую очередь, во вторую очередь, кроме санкций, нам нужно, конечно, иметь четкие определения. Вот этот закон, так скажем, старый, да, 2008 года, там некоторые моменты очень расплывчато описаны, да, и нечеткие даны определения. Например, что считается смесью, да, что является маркировкой, да. Такие вопросы, они всегда будут порождать лазейки в законодательстве и лазейки для тех, кто производит и распространяет заменитель грудного молока. Поэтому в законе должны быть, и они разработаны, более четкие определения, более такие
конкретные, они или расширяют определение, или наоборот сужают, чтобы оно было конкретное или имело перечень, да, то есть нарушение, что это вот это, вот это, вот это конкретно. И третье, что должно быть в законе, и тоже эти статьи включены в проект закона, это определение того, что должен делать дистрибьютор и производитель, и чего он не может делать, и что ему разрешается. Ну и там есть такие дополнения, которые просто догоняют наше законодательство. Они тоже важны, конечно, но вот суть самое главное в том, что я сказала. То есть, чтобы не было таких моментов, о которых говорила Калида Амановна, там, в части определений, в части каких-то того, что ну, эта смесь там условная, она гораздо лучше подходит для вашего ребенка, чем там грудное молоко. Ну, реклама сама по себе, она же в этом и заключается. Да. Спасибо большое за беседу. К сожалению, у нас наше время подошло к концу. Я напоминаю, что мы говорили сегодня о значимости закона о защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей с главным специалистом управления рекламы, защиты прав потребителей, недобросовестной конкуренции и международного сотрудничества Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики Чингизом Джантаевым, исполнительным директором Гражданского альянса за улучшение питания и продовольственную безопасность Гульмирой Коджабергеновой и координатором Гражданского альянса за улучшение питания и продовольственную безопасность Калидой Амановой. Это была программа «Еще не вечер». Эфир Ала-То 24 продолжается. Оставайтесь с нами.